Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. В Казани откроется 4 дополнительных пункта вакцинации. Они появятся в домах культуры. Об этом сегодня сообщили на еженедельном брифинге о санитарно-эпидемиологической обстановке в республике. Роспотребнадзор отмечает относительную стабилизацию ситуации. На сегодня в Татарстане есть все вакцины. Однако желающие привиться конкретным препаратам проходят через листы ожидания. Вызвала ли ажиотаж первая партия «Спутника Лайт» и почему от планов 60% вакцинированных уже отказались? Ответы далее. Темп прироста составляет 0,2%. Отмечается стабилизация процесса. Показатели заболеваемости сегодня стабильны, а коек в ковидных госпиталях достаточно. Увеличивать необходимости нет. Сейчас в больницах лечатся от коронавируса почти 4000 человек. Привились на сегодня уже 813 тысяч татарстанцев. Это 27% взрослого населения. Почти 580 тысяч получили второй компонент. При этом от плана коллективного иммунитета в 60% специалисты предлагают отказаться. Сегодня на общий процент не от плана, да, вот у нас есть 60% с вами, да, и мы считаем, что нам надо уходить на количество процента от проживающего населения. Давайте не будем вот как-то подчеркивать каждый раз 60%, а получается те 40% могут ожидать, когда 60 привьются, и так вот как-то выжидательную позицию занимать. Никто не знает из оставшихся 40%, когда он встретится с вирусом. И в какой форме эта встреча произойдет и какие последствия будут от этого. Сегодня в Казани открылись 3 прививочных пункта. В культурных центрах Московский, Сайдаш и Залесный. В Доколенина откроется 2 августа. Пока в новых пунктах немноголюдно, но то, что они расположены в парковых зонах, должно стать их преимуществом. Вот мы сегодня только первый день, вот пришла только одна пациентка. У нас очередь большая в нашу поликлинику, и вот она позвонила сегодня в нашу поликлинику, и вот ее направили сюда к нам. Все удобно сделано, все хорошо. Мы в поликлинике планируем, но так можно и в торговом центре, и здесь на Московском, по-моему, рядом делается. Сейчас в республике в наличии все вакцины. Однако есть нюансы. Вакцина в настоящий момент находится в достаточном количестве. И «Спутник», и «Спутник Лайт», и «Ковивак», и «Эпивак». Сначала реализовываются листы ожидания для тех людей, которые посчитали необходимым встать энное количество дней, недель назад в эти листы для конкретной вакцины. Что касается «Спутника Лайт», который недавно стал доступен татарстанцам, специалисты напомнили, он показан для повторной вакцинации. А поскольку проводится она через 6 месяцев после первой, вала желающих пока не отмечают. Полгода назад население прививалось не так активно. Также журналисты спросили, правда ли, что на линейке 1 сентября пустят только привитых родителей. И как пройдут школьные линейки. Требования Роспотребнадзора аналогичны прошлому году. Это проведение праздничных мероприятий 1 сентября по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты, а также в учебном году 2021-2022 года будет продолжаться так называемый утренний фильтр с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний. То есть те санитарные правила, которые действовали в прошлом учебном году, будут распространяться на предстоящий учебный год 2021-2022 года. Еще одна новость от Роспотребнадзора. С этого дня непривитые жители, прибывающие из-за рубежа, должны разместить результаты своего ПЦР-теста на портале госуслуг в течение 4 дней вместо 3. Александр Кулалаев, Лина Зинатуллина, Ленар Хузяхметов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. В Татарстане зафиксировано 53 новых случая ковид. 10 человек госпитализированы, сообщает республиканский штаб. В России вновь растет количество заболевших, за сутки 23 564 человека. В регионах ПФО по заболеваемости коронавирусом лидирует Нижегородская область, 535 заразившихся за сутки, в Башкортостане 257 заболевших, в Удмуртии 154. Навести порядок в строительстве пригородных территорий, возводить не только дома, но и социальные объекты, дороги, а также создавать рабочие места. Такую задачу сегодня поставил президент перед специалистами. В Казанском архитектурно-строительном университете состоялся научно-проектный семинар по развитию агломераций и транспортной инфраструктуры. Как жить без пробок и в комфортной среде? Предложение экспертов услышала Фируза Мазитова.
Мы обучаем студентов моделировать и создавать изделия. В Казанском архитектурно-строительном университете президенту показывают два новых центра. Один по цифровым технологиям в строительстве, другой научно-образовательный. Здесь сами студенты разрабатывают проекты городов и районов. Сейчас трудятся над генпланом набережных Челнов и Чистополя. Здесь же сегодня говорили о развитии агломерации и транспортной инфраструктуры всего Татарстана. У нас в республике 3 большие агломерации. Они созвучно с промышленными нашими зонами. Но самая сложность номер 1, считается, Казанская агломерация. Она уже внутри кольца 5 районов. И чем дальше, тем сложнее. Казань уже на пороге транспортного коллапса. Министерством были изучены все 10 заездов и выездов из столицы. 5 из них загружены настолько, что уже требуются дороги-дублеры. Предлагается проложить 62 километра платных автомагистралей, позволяющих максимум за полчаса добираться от центра до пригородов. Но, по словам президента, это не выход. Жилье построено, какие-то транспортные вопросы решили, социальные вопросы. А люди где будут работать? Все они в город будут ездить. Нам не только школы, какие-то образовательные центры надо создавать. Выносные трассы нас не спасут. По словам Рустама Минниханова, в пригородах нужно не только возводить поселки, требуется открывать и производство. Между Казанью и ближайшими с городом районами должны быть мощные промзоны. Люди из пригорода едут в столицу на работу. В результате многокилометровые пробки, как в Салмачах или Куюках. Проблему мы не раз показывали. Так почему же, говорит президент, нельзя рядом с домом создать рабочее место? Мы Японии были, они, значит, там 5 точек притяжения сделали, чтобы Япония как-то разрулить топливо корабль. Наверное, нам тоже надо понимать, как все это будет происходить. Тут же президент ставит задачу сидящим в зале проектировщикам и строителям – разработать масштабный план развития агломерации. Надо искать возможность привлекать на для строительства таких объектов инвесторов. Им надо создавать определенные преференции. Вот тут должны быть серьезные гарантии правительственные, дешевые банковские кредиты с отсрочкой платежа. Вот эта вся система должна взаимосвязанно работать. В республике должна существовать система управления агломерациями, считают в университете. Цель одна – чтобы бездумная массовая застройка пригородов без социальной и транспортной инфраструктуры не создавала социальную напряженность. Фируза Мазитова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В Нижнекамске прошли учения внештатных аварийно-спасательных формирований Нижнекамск-нефтехима. Ежегодно в компании проводится порядка 5000 таких тренировочных занятий. 13 аварийно-спасательных формирований собрались, чтобы показать, насколько эффективно проходила подготовка в течение года и выявить лучших. Коллеги, мы с вами работаем на опасном производственном объекте, и эти знания, навыки, надеюсь, никогда не пригодятся, но всегда надо быть на высоком уровне. Главная задача при ЧП – сохранить жизнь и здоровье людей. Поэтому такие внештатные аварийно-спасательные формирования просто необходимы. В ходе учений командам предстояло показать свои практические навыки, необходимые для ликвидации внештатных ситуаций. В этом году участвуют 13 команд. Все они готовы. Соревнования состоят из 4 этапов. То есть это разгерметизация, условная разгерметизация фланцевого соединения, это эвакуация пострадавшего из емкости, плюс эвакуация пострадавшего из загазованной зоны. И 4-й этап – это уже у нас медицина. Участникам необходимо было снять и установить заглушки на газопроводе, извлечь пострадавшего из аппарата, найти и вынести его из загазованной зоны, а также оказать первую медицинскую помощь. От сноровки наших специалистов смена персонала очень много зависит, потому что ГСО, понятно, что оно подъедет, есть определенный временной интервал, за который они должны подъехать, они в этот интервал укладываются, но тем не менее первые секунды здесь сам персонал занимается этим вопросом. И самый главный, один из главных вопросов – это оказание первой помощи. Один из участников учений – Тимур Романов. Он уже пробовал силы в подобных соревнованиях. Молодой человек надеется, что полученные здесь навыки ему не пригодятся, но подчеркивает их значимость. Показывать свои навыки, которые долго отрабатывали. Каждый день тренировались, чтобы удачно все показать. Вообще, спасибо НКНХ за такое организаторское мастерство.
По результатам соревнований победителями стали работники завода СК, второе место занял завод пластиков, а третье забрал коллектив УВК и ОСВ. Светлана Звонарева, Анастасия Терешкова, Марина Чернышкова, ТНВ, Нижнекамск. С делегацией Республики Узбекистан сегодня встретился Рустам Минниханов. Обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, а также реализации совместных проектов в области агропромышленного комплекса. По итогам минувшего года совместный товарооборот составил $156 миллионов. Татарстан в основном поставляет транспорт, нефть, изделия из пластмассы. В нашу республику завозятся текстильные изделия и одежда. Сегодня Рустам Минниханов и Ментимир Шаймиев в режиме видеосвязи приняли участие в 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В своем обращении президент Татарстана поблагодарил международную делегацию за принятие единогласного решения о проведении следующей 45-й сессии в республике. Для нас проведение сессии в 2022 году, в год 50-летия Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, это большая честь и высокая ответственность, отметил Рустам Минниханов. Для организации сессии будут созданы все необходимые условия и обеспечена безопасность пребывания. Кроме того, сегодня выбрали председателя 45-й сессии. Им стал постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов. Уверен, 45-я сессия, юбилей Конвенции станет конструктивной площадкой для взаимодействия государств в целях достижения общих задач по сохранению бесценного наследия народов мира. Мной, как послом доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, предложено, чтобы 45-я сессия Комитета всемирного наследия и все связанные с ней мероприятия прошли под объединяющим лозунгом «Межкультурный диалог как императив сохранения всемирного наследия». Проблемы молодежи, пенсионеров, многодетных семей и другие социальные вопросы. Руководители общественных организаций республики сегодня обозначили целый ряд предложений, которые требуют срочного решения. С общественниками сегодня встретился лидер татарстанских единороссов Фарид Мухаммедшин. У партии подписано соглашение о партнерстве с полусотней НКО Татарстана. Что у них вызывает беспокойство и чем готовы помочь, узнал Дмитрий Аренин. Как деликатнее сказать-то? Рассказать о своем наболевшем пришли представители самых разных некоммерческих организаций. Татарстанское отделение Союза пенсионеров России обеспокоено. Людям пожилого возраста трудно найти место для занятия спортом. Бесплатных секций порой рядом нет, а платные тоже недоступны. Попробуйте попасть на занятия в эти коммерческие спортивные объекты. Во-первых, это дорого. Во-вторых, говорят, вы в том возрасте, который, значит, не позволяет вам выделить время. Предложение обязать все спортивные объекты, независимо от форм собственности, чтобы выделили часы для занятий групп старшего поколения. Со своей проблемой обратились молодые ученые республики. По их словам, для более плодотворной работы нужна большая господдержка. Не хватает некоторой такой поддержки, потому что люди идут заниматься наукой, работать в высших учебных заведениях, и на исследовательские дела не хватает некоторого финансирования. И тоже было бы здорово, если появилась некоторая еще тоже программа, либо грантовая, либо стипендиальная. На встречу с Фаридом Мухаммедшиным пришли 20 представителей НКО. Также свои обращения адресовали по видеосвязи. Вопросы самые разные. Доступная среда, развитие сельского туризма, поддержка многодетных семей и фермеров. Конечно, проблемы есть. Это, во-первых, большой отток из сел и из деревень людей. Каким-то образом надо их закрепить, сделать отдельную программу. Мы давно просим о том, чтобы был единый закон о многодетных, на основании которых все многодетные во всех регионах Российской Федерации должны получать определенный базовый набор льгот, пособий, помощи. А у нас, к большому сожалению, на сегодняшний день, что законы есть, а набор льгот каждый регион выбирает сам. Дать больше, дать меньше. Мы считаем, что это неправильно. Фарид Мухаммедшин обещал изучить все полученные предложения. Зафиксировали. Как я сказал, блефовать не будем, то несусветное, значит, невозможно, конечно, принять не просто, под них финансы надо, но все, что можно будет решить
где-то поддержать, мы обязательно доведем до президента, до правительства нашей республики. Если потребуется законодательной инициативы, выйдем. Также по всем поступившим предложениям партия «Единая Россия» сформирует народную программу. Дмитрий Аринин, Алмаз Зиеддинов, ТНВ, Казань. Золото Олимпиады едет в Татарстан. Казанская фехтовальщица Марта Мартьянова, несмотря на травму ноги, помогла сборной России завоевать командное чемпионство. Это уже вторая медаль нашей республики на Олимпиаде в Токио. Серебро у пловца Александра Красных. Некоторые спортсмены уже возвращаются на родину. От кого еще ждать наград, расскажет Алмаз Гафиятов. Выиграть золото, когда казалось все против тебя. Девушки из российской команды проявили настоящий характер. А Марта Мартьянова, несмотря на полученную травму ноги, вышла и показала феноменальный результат. После боя пришлось увозить ее на коляске. Если бы Марта не вышла на поединок, вся сборная страны по фехтованию осталась бы без медалей. Все СМИ после победы такой ценой называют Марту не иначе, как герой. Отлично чувствую, тем более сейчас. Это стоило того. Всего в шаге от финала остановилась татарстанская теннисистка Вероника Кудерметова. В паре с Еленой Весниной не хватило всего нескольких геймов для победы. Теперь девушки поведут борьбу за бронзу. Конечно, мы расстроены, потому что было все близко. Ну, не знаю, сейчас как бы трудно говорить. Конечно, присутствует очень большое расстройство. Тем временем спортсмены уже возвращаются на родину. В Казанском аэропорту встретили Зилю Батыршину. Она выступала в финале женского турнира по стендовой стрельбе в дисциплине скид. Было очень волнительно для меня. Очень все новое. И как-то обстановочка совсем другая. Не на как в других соревнованиях. Случилось, как случилось, как говорится. Нервы дали сбой, может быть, чуть-чуть даже. И результат был не очень, конечно же, в первый день. Марта Мартьянова прилетит в Казань завтра в 17:45. Встретить олимпийскую чемпионку и увидеть золотую медаль Токио сможет каждый желающий. Алмаз Гафиятов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня в Казанском танковом училище состоялся 88-й выпуск. Это единственное учебное заведение в России, где готовят офицеров-танкистов. 110 выпускников получили дипломы, офицерские погоны и уже завтра отправятся в войсковые части страны. Как прошел знаковый для лейтенантов день, увидел Ильгиз Шакуров. Четыре года назад, еще будучи курсантами, они впервые ступили на этот плац. Уже через мгновение они офицеры-танкисты. Свои офицерские погоны сегодня получают 110 курсантов. Как предки, защитившие нашу Родину в тяжелые годы Великой Отечественной войны, будьте готовы честно и самоотверженно служить России и нашему народу. Ни шагу назад, только вперед! И только победа! Поздравляю! Обучаясь в родном училище, вы получили не только военное образование. Вы впитали и увозите с собой в гарнизоны культурные традиции многонационального народа Татарстана. Диплом с отличием, золотую медаль. Вот они, эти долгожданные минуты. Выпускникам вручают дипломы. 22 лейтенанта окончили учебу с отличием. Обладателей золотых медалей ровно 5. Поздравляю. Служу России. Ну, с одной стороны, радостно, то, что уже закончили процесс обучения, а с другой стороны, грустно, то, что с курсантами, с которыми мы учились, мы расстаемся и мало с кем уже будем видеться. Профессия военного, в первую очередь, это нелегкие испытания и так далее. И все люди, которые здесь сегодня выпускаются, они все молодцы, все с гордостью прошли этот путь, и я очень всеми ими горжусь. Казанское танковое училище – единственное учебное заведение в России, где готовят офицеров-танкистов. Поэтому здесь сегодня выпускники родом от Калининграда до Приморья. Материнское сердце всегда волнуется, рады за него. Было очень тяжело, но мы выдержали. Очень горжусь. Молодец. Они это заслужили. Еще одна традиция выпускного – военные преклоняют колени перед флагом страны и знаменем части. Училище «История» славна и его боевыми традициями, и, конечно же, слава его выпускников, которые гордо и высоко несли, несут и будут нести знамя нашего прославленного училища. Все офицеры распределены по военным округам. Уже завтра в путь в войсковые части.
Ильгиз Шакуров, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Как помочь журналистам выжить в пандемию? Сегодня в Казани открылся первый интенсив для журналистов «Инфорум». А руководители и редакторы крупнейших российских СМИ и медиаплатформ обсудили новые механизмы работы в новых ковид-реалиях. Организатором интенсива выступили Союз журналистов и агентство Татмедиа. Почему соцсети могут стать и площадкой для будущего СМИ, и препятствием для развития? Мнение экспертов услышала Наталья Незина. Люди задумались, а почему вы написали вот не по-русски, не по-татарски? Острый глаз журналистов тут же замечает англицизм в заголовке интенсива – «Public Talk». Эксперты отмечают, находимся в столице Татарстана, а термины западные. Так или иначе, уже разогретая публика готова к дискуссии. Рейтинг тем, несомненно, возглавил ковид. Во время пандемии сокращение штата коснулось 40% российских СМИ. 44 региональных издания закрылись. Такую статистику приводит председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Каждый для себя иногда понимает, что ты значишь в журналистике. Можешь ли ты решиться одеть, вот, например, этот костюм и пойти в красную зону. Это почти как на войну поехать. Ну, а руководители редакции в этой тяжелейшей ситуации решают, как выжить, как сохранить рабочие места. Достойно пройти непростой период прессе помогла поддержка властей. Денежную компенсацию получили более 30 тысяч СМИ. Пандемия стала не только испытанием для журналистов, но и средством для апгрейда. Так, сейчас зрители все чаще могут видеть на своих экранах, как спикеры говорят вот так прямо через онлайн-связь, а телеведущие транслируют свои рубрики у себя из дома. И о том, как все-таки все региональные СМИ смогли пережить эпоху коронавируса, и о том, как планируют действовать дальше, в топе главных вопросов на сегодняшнем паблик-токе. Обмен опытом происходит здесь же. На площадке форума руководители и редакторы крупнейших российских СМИ и медиаплатформ со всей России делятся находками и медиаинструментами. Мы берем пример с Эльшата Юнусовича, потому что помимо высокого профессионализма, большое личное мужество и очень важный момент, когда руководитель СМИ сам идет в бой, в информационный, ведет за собой коллектив и способен создавать вирусный контент, показывая, как это нужно делать своим журналистам. Сохранить команду журналистов в полном составе во многом помогло появление вакцины. Мы коллегам объясняли ежедневно, да, зачем, как, почему надо вакцинироваться. Ну, сегодня у нас больше 60% наших сотрудников по всей стране, да, уже вакцинировались, и процесс продолжается. Пока журналисты интернет-изданий, телевидения, блогеры и тиктокеры прокачивают навыки у медиапрофи, о перспективах региональной журналистики говорят в Общественной палате Татарстана. Есть запрос на то, чтобы с людьми обо всех проблемах, которые тоже есть, говорить откровенно и серьезно. В этом разговоре, в этом диалоге журналисты играют первую роль, и этого никто не отменял. Наряду с традиционными СМИ сегодня новости населению транслируют соцсети. Эта площадка становится свободна для каждого. Свободна и для фейков, которые молниеносно разлетаются. Решение проблемы предлагают эксперты. Нужно, чтобы, во-первых, был очень профессиональный подход, подготовка самих журналистов, профессиональная подготовка. Во-вторых, очень важно, чтобы мы могли работать на всех площадках, то есть не замыкаться только своим одним средством массовой информации. Сегодня очень много площадок, и каждая площадка требует особого подхода. В прошлом году число фейковых новостей достигло 35 тысяч. За 6 месяцев этого уже приблизилось к такой же цифре. Не допустить роста непроверенной информации поможет новый проект в Татарстане. Есть некое видение, и в увязке с федеральными коллегами хотим попробовать это реализовать. В первую очередь это некие издательские проекты, проекты в социальных сетях будут, и какие-то встречи для того, чтобы обучить первично людей, которые будут рассказывать о том, как различать фейк от правды. Площадку медиаграмотности для детей и взрослых откроют в следующем году. А уже через 2 недели экспертов инфорума ждут в Ижевске. Наталья Мизина, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.
Лучшие журналисты, операторы и редакции сегодня в Казани назвали имена победителей конкурса «Хрустальное перо». В этом году церемония награждения прошла в необычном формате под открытым небом. Участниками главного журналистского конкурса республики стали почти 2000 работ. Победителей всего 14. Среди них есть и наши коллеги. Кто стал обладателем гран-при и что значит признание для журналиста, расскажет Салават Мухаммадуллин. На бульваре Фестивальный сегодня Смешная улица. За какие-то 100 метров здесь можно подписаться на газеты, встретить диджеев, которых каждый день слушаешь на радио, или даже поиграть с любимыми детскими героями. Первый дом на улице сразу с 3 жителями. Здесь газеты «Сиражи Сузе», «Татарстан Ешлере» и «Радио Китап». У нас «Радио Китап», который работает только еще год. Но несмотря на это, мы уже нашли своего зрителя, своего слушателя и в Инстаграме, и в Телеграм-каналах. Ажиотаж гостей улицы у дома Шахри Казан. Чуть дальше можно и перекусить в ресторанах, затем потанцевать у диджейского пульта и даже спеть. Все внимание детей и молодых родителей на Смешной улице к Шаян ТВ. Здесь можно сфотографироваться с Шаян и Биби, поиграть и снять ТикТок. Тем более, что с 1 августа наши маленькие коллеги запускают фабрику тиктокеров. Так дети с помощью блогеров будут осваивать новые тренды и сами создавать контент. Мы будем делать интересный и завлекательный татарский контент, будем популяризировать татарский язык по всему миру, будем создавать новые тренды на татарской стилистике, а также будем завлекать много детей, чтобы они проявили любовь к татарскому языку. Главное событие сегодня на Смешной улице – награждение победителей конкурса «Хрустальное перо». В этом году из-за пандемии торжество проходит под открытым небом. При этом традиции конкурса сохранились. Первым делом ключи от автомобилей для районных редакций. Автомобили сегодня уехали в Мамадыш, Зеленодольск, Дрожжиное и Кайбице. Но это не все. В этом году автопарк может обновиться во всех районных редакциях. Вот потихонечку обновляем. Дай бог, Аллах берса, есть большая надежда. Президент там уже подписал. И до конца года, возможно, нам удастся обновить весь автопарк редакции. Первая номинация «За верность журналистике». Ее вручают аксакалам татарстанской журналистики. Всем от всей души творческих удач и мощнейшего иммунитета, который нам сейчас всем так нужен. Победителем в этой номинации стал советник генерального директора нашего телеканала, известный телеведущий Рустем Набиуллин. Он посвятил телевидению больше полувека. Коллеги называют его легендой. Одной из самых массовых по количеству работ стала номинация «Лучший в профессии». Их было больше 300. И еще одну награду в копилку ТНВ здесь принесла корреспондент программы «7 дней» Эльзира Юзаева. Друзья, поддержите аплодисментами, они это заслужили. Просто и темы были такие, которые сегодня я освещаю, они более актуальны, они более близки духу народа, татарского народа. Это же тема образования, тема культуры. Лучшими районными и городскими редакциями стали газеты из Менделинска и Нижнекамска. Оператор года – Ильдар Галиуддинов, ГТРК «Татарстан». В номинации «Тугантель» победители из Тюмени. Награду им вручил заместитель председателя Госсовета Марат Ахметов. Каждый год «Хрустальное перо» пополняется новыми номинациями. В этом году определили лучшие мультимедийные редакции. Телерадиокомпании «Новый век». Сегодня дирекция информационных программ нашего телеканала работает на всех интернет-платформах. Сюжеты, которые вы видите в новостях Татарстана, можно найти и в Телеграм, в Инстаграм, и в Ютуб, и на нашем сайте. Никаких рамок и ограничений. Это новая номинация. Для нас она самая престижная. Я думаю, просто мы в тренде. Я поздравляю всю нашу команду большую. 4-я награда ТНВ за лучшее освещение столетия ТССР. Ее получила автор и ведущая проекта «Татарстан Тудей», заместитель генерального директора ТНВ Дина Газалиева. Всего в конкурсе принимало участие почти 2000 работ со всей республики и соседних регионов. Победителей определили в 10 номинациях. Журналист – это и режиссер, и писатель, и сценарист, все в одном флаконе. Поэтому очень важно признание. А этот конкурс дает возможность лучшим из лучших показать себя. И самая главная награда Гран-при и автомобиль в этом году досталась Любови Агеевой, главному редактору газеты «Казанские истории». Премию вручил первый заместитель премьер-министра Рустам Нигматуллин. Действительно, журналистика профессия непростая, очень нужна обществу, очень нужна людям. Вы на острие всех проблем общества, действительно 4-я власть.
В этот вечер операторы, режиссеры, монтажеры, редакторы, вся большая журналистская семья продолжает работать. Пандемия, праздники, открытия – они всегда на передовой. Сегодня со сцены прозвучали десятки имен людей, которые изо дня в день рассказывают татарстанцам о жизни республики. С ними знакомы телезрители, радиослушатели и читатели. Салават Ухмадуллин, Ленар Кузяхметов, ТНВ, Казань. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Больше новостей на наших ресурсах в интернете, на наших страницах ВКонтакте, Инстаграм. Всего вам доброго. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Второй месяц осени отсчитывает свои последние часы. В Татарстане пока сохраняется неустойчивый характер погоды, но стало заметно теплее. Об этом поговорим через пару секунд. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца июля доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Баблах и Азнакаево, несмотря на кратковременные дожди, сохранится очень теплая погода, но будет ветрено. Температура высокая в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Днем до плюс 26, но прогнозируются дожди. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше аналогичная погода. Сыро и тепло. Небольшие дожди ждут жителей в Арске, Кукмаре и Балтаси. Температура существенно не изменится – плюс 26. В Болгаре, Дрожжином и Буинске температурный фон сохраняется высоким – плюс 26-27 градусов, но пройдут небольшие дожди. Переменная облачность ожидается в Альметьевске, Чистополе и Мамадыше. Возможны небольшие дожди. В первый день августа осадки не прогнозируются. Будет жарко. В Казани ожидается небольшая облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура ночью около 20 тепла, а днем до плюс 28. Ветер юго-западный умеренный, при дожде порывистый. Атмосферное давление 746 мм ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Магнитное поле Земли спокойное. Провожая с грустью уходящий июль, хочется поблагодарить за теплые вечера, яркое солнце и проливные дожди. Именно благодаря этим ливням месяц компенсировал нехватку влаги в июле. И солнце не уставало баловать своим теплом. Пора перевернуть страницу и встречать третий летний месяц. На этом наш выпуск завершен. До свидания.